Одни устраивали истерики, а некоторые и вовсе не открывали двери. Рабочая неделя для представителей префектуры и судебных приставов Ленинского района началась с проведения рейдов. Только в одном доме по улице Богдана Хмельницкого, 133, проживают больше 10 злостных неплательщиков за коммунальные услуги. Задолженность каждого из них превышает 50 тысяч рублей. Префект района отмечает, долги за ЖКУ серьезно сказываются на работе коммунальщиков. Возникают большие проблемы обслуживания домов, дворов и так далее. Мы видим, что поступает большое количество жалоб людей, что непосредственно не обслуживаются дома и так далее. Если человек не имеет культуры оплаты за ЖКО, то есть управляющая компания не имеет возможности их обслуживать. Почему? Потому что мы не можем оплачивать зарплаты и бывают, соответственно, большие проблемы. Он старается не попадать в объектив камеры и на интервью согласился с условием, что его лица видно не будет. Долг Руслана Джакоева составляет 10 тысяч рублей. Свою неправоту мужчина осознает. Задолженность объясняет сложным финансовым положением. У меня зарплата 15 тысяч. Из этих 15 тысяч надо школу давать, там, вот, например, садик, кушать тоже надо. И что гулок дал лучше до смело кескас глойдало, но все равно. 15 тысяч рублей, арестованная техника и автомобиль. С такими результатами рейдовые мероприятия завершились в Октябрьском районе. Своей машины марки «Мерседес» житель лишился за долг перед коммунальщиками в 100 тысяч рублей. Если в течение 10 дней долг не будет оплачен, автомобиль выставят на продажу, а вырученные деньги пойдут на оплату долга. К слову, свою задолженность житель Грозного обещал выплатить в ближайшие дни. По должникам, которые не были уведомлены о том, что в отношении них возбуждено исполнительное производство, то есть почта не дошла еще по тем или иным причинам, этих должников ставим в известность, уведомляем их о том, что будут в дальнейшем приниматься меры принудительного исполнения, то есть наложение ареста на имущество должников. Чтобы застать злостных неплательщиков дома, с самого утра на рейды вышли и в заводском районе столицы. Без телевизора и DVD-плеера сегодня остался Лечи Топаев. Разъяснительные беседы не дали результатов, поэтому судебные приставы были вынуждены арестовать технику в счет долга. Его Лечи собрал на 51 тысячу рублей. По поручению мэра города Грозного, Муслима Магомедовича, у нас от 15 до 19 групп ежедневно уходит и работает. Обычно бывает начало года, всегда бывают трудности, январь и начале февраля. Вот март уже результат намного больше. Однако и эта законная процедура явно не устраивает многих граждан. Угроза, нежелание пускать в свой дом и элементарное хамство – неотъемлемая часть этой работы, сетуют приставы. Падают, как говорится, в истерику. Всякое бывает в нашей службе. Люди неадекватно иногда относятся, иногда кидаются, драться лезут. Некоторые бывают такие случаи. Поначалу они обвиняют во всех смертных грехах нас, но в итоге в оконцовке они извиняются, говорят, вы правы. Признают свои долги, оплачивают. Рейды прошли в самом протяженном районе Грозного, Старопромысловском. Наличие дорогой техники в квартире для приставов стало веской причиной не верить словам владельца, сетующего на то, что у него сложное финансовое положение. И оплачивать коммунальные услуги вовремя нет возможности. Если в течение 10 дней он не оплатит задолженность, его совсем новенький телевизор уйдет с молотка. Седа Сапарова, Муслим Типаев и Луиза Юнусова. Новости.